Где бы мы ни были, мы должны оказать первую помощь. Отсутствие всех необходимых условий работе не помеха. Этим правилом руководствуются работники ФАПа сельского поселения Вежери. Здесь всего 2 помещения и столько же работников. А кабинет для приема пациентов также служит процедурной и перевязочной. Одним словом, все проходит, как говорится, в одно окно. Помощь оказывают вроде бы наши пациенты. Нет, приходят. Обращаются, обращений бывает в день, несколько человек, обращений бывает 5-6 было, бывает, что и 12 иногда. Вот так вот. Вот в этом помещении мы пока работаем. В стесненных условиях медикам работать придется недолго. Здание нового медучреждения готово и ждет своего открытия. ФАП рассчитан на 20 посещений в смену и полностью отвечает всем нормам и требованиям. Абсолютно в совершенстве здание готово на сегодняшний день. Проведены все необходимые, согласно проекту, работы строительные. Обычно, особенно мы уделили внимание бетонным работам основания здания. Почему? Потому что грунты здесь слабые. И усиление армирования, марки бетона уделили большое значение. В новом фельдшерско-акушерском пункте предусмотрели все условия для пациентов и врачей. Есть кабинеты педиатра, фельдшера, смотровая, регистратура и процедурная, включая все необходимое оборудование. Здесь у нас идет процедурный кабинет. Процедурный кабинет освещен, просто у нас пока в данное время идет у нас сухожировой шкаф, вот стоит. Но ее еще надо установить, все сделать, пока мы же ничего не сделали. Строители привели в порядок также прилегающую территорию. Высадили деревья, цветы и поставили скамейки. Удобства созданы и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они смогут заехать в здание по специальному пандусу. Предусмотрели также въезд и выезд для пожарной техники. Установили отдельный трансформатор, оградили всю территорию высоким забором. Сельское поселение Вежери – самый северный населенный пункт республики. Уже через пару километров в ту сторону заканчивается территория нашей малой родины. Однако отдаленность от центра развитию не помеха. Особенно это заметно в последние годы. В селе, можно сказать, настоящий строительный бум. Помимо ФАПа здесь также строится и детский сад. Уже построен дом культуры, отремонтирована школа. Возведение объектов в сельском поселении на личном контроле у главы Ингушетии. Так Махмуд Али Калиматов в рамках инспекционной поездки проверил, на каком этапе возведения детского сада. Ознакомился и с ходом строительства фельдшерско-акушерского пункта. Осмотрел кабинеты, поинтересовался качеством выполненных работ. Глава региона также отметил приоритетные направления развития села, вокруг которого гектарами раскинулись пахотные земли. Так как Малгобекский район является зоной повышенной засушливости, Махмуд Али Калиматов считает целесообразным построить здесь большое водохранилище. Это и фермерам поддержка, и местным жителям будет где отдохнуть. Здесь можно сделать водохранилище. Надо Минэкологии, они исследуют. Я почему говорю, у нас нету запаса водохранилища. Это на всякий случай. Понимаете меня? На всякий случай. Поэтому его делать несложно. Цена хаствая алохи, источник какой-нибудь, ключи где-нибудь бьют, да? Потом это расширяется, потом это глиной замок делается, оно, чтобы не ушла. Это знают, как специалист сделал. И, например, там сделать его там зеркалом, примерно там 30 гектаров зеркала. И пусть стоит. Во-первых, появится живность, птицы, перелетные птицы, рыба. Людям выйти куда-то. Понимаете, без водоема невозможно. У вас же нет здесь водоема. Бери районного, говори с ним, приезжай в Минэкологии, Евлоев там продвинутый парень, министр. Вот говори, приезжает пусть, и пусть этот специалист пришлет. Обследовать где? Просто надо создать это все. У вас же газ есть? Есть. Вода Свет есть. Вода есть. Свет есть. Перспективу думать. Потому что ему метик жи, через 20 лет хугячу, ему цен метик. Ну а пока строительство водохранилища только в перспективе, вернемся к объектам сегодняшним. Новый и единственный детский сад в селении на 120 мест. Его строят в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Рабочие возвели стены и подготовили основание под крышу. Ждут, когда снег растает. Электрификация сделана, отопление сделано. Еще вот установили окна, как видите. Как вообще по графику работает? Справляется.
Строительство детского сада позволит создать более 20 рабочих мест. Для села с численностью населения чуть более 1000 человек – это большая поддержка. На сегодня готовность учреждения 65%. Предполагается, что сад будет сдан в эксплуатацию в июне текущего года. К этому времени откроет свои двери и ФАП, после чего жители будут обеспечены всеми социальными объектами. Благодарим его главу республики за то, что волнуется за нас, за наше село. А эти объекты первые необходимы. Школа, это нам всем известно, что первое, что нужно для населения. Детский садик, фельдшерский, акушерский пункт, тем более. Врачи тоже нужны, без них никак нельзя. В небольшом селении Вежери проживает около 1000 человек. Здесь всего 5 улиц и 160 дворов. Пару лет назад жители о таких изменениях только мечтали. Что говорить о новых социальных объектах? Не было даже хорошей дороги, ведущей к другой части республики. Но все это уже позади. Муслим Ганиев, Магомед Шаухалов, Новости 24.